Мы когда у нас в семье приучены, у нас всегда Отделяют. что варят, да, всегда мясо достают, рыбу достают, ну, все отдельно ложат. Сейчас Я подъезжал. вот я смотрю у вас, да, у вас. Мамка твоя там на Фоксе. Пообедали, ребята. Что, погнали? Погнали. В общем, сейчас проверимся быстренько. Посмотрим, вообще есть какая-то, ну, какое-то движение вообще по рыбе или нету. Стоит нам двигаться или нет. Владимир еще очень выделил мне Ямаху, ребята. Андрюха говорит, твой. Тырчик, это понятно, тырчик. Маленькая собачка, но, короче, говорит, падай на Ямаху. Короче, ребят, погнал на Ямахе. Ох, счастье, полные штаны. Покатаюсь. Во, это здесь бензин. Да, что-то. Че, брат? Не знаю. Слушай, пойдем посмотрим. Конечно. Так, ребят, ну что, до комбайнов добрались. Наконец-то добрались, да? Да. Слушай, что-то у нас этот мертво, тот загнутый. И тут один загнул. Вот этот загнутый, да, 100%. Тот что-то как будто подзагнуло. И сейчас по леске погуляем. В общем, Олег вот так проверяет донки. Вот оставляем слабину. И у нас, как бы, если что-то брало, короче, должно замотать. Так, вот тоже как будто тихо. Да. Здесь тоже лесочка. Там лесочка. Неужели не сработал, брат? Видимо, так. Неужели, а? Ё-моё. Железо, кстати, проехали, ребят, тоже тишина. Вот мы и думаем, дальше что делать нам? Оставляться или... Блин. А? Смотри-ка. Ну, комбайн я загнутый. Пойдем посмотрим, брат. Вот этот береговой, ребят, чуть-чуть подзагнуло. Что тут, как будто что-то есть. Ну, посмотрим. Что у нас? Минус 33 было. Да. О, видишь? Есть? Блин, я только рад, если честно. Видишь, комбайны, братан, работают. Вот я говорю, что надо было все-таки ближе к берегу. Слышь? Здесь вообще глубины, кстати, нету. Это хорошо. Потому что я ловлю не на глубине ловил всегда. Сейчас, ребятки, посмотрим, что у нас. Что почем. Как есть с мячом, да? Ну да, рыба есть, вон, смотри. Брат, видишь, да? Да, да, да.
кто, конечно, интересно, попался, блин. Просто Олег здесь как бы вообще не рыбачил. Ну, такие, в такое время вообще. Совершенно верно. Как бы мы поехали, и вот, в общем, мы как бы совместно пробиваемся. Если все будет работать, ребята, будем двигаться здесь. Олег не против. Да. Такой зимовье. Ну что, брат, погнали? Давай. Опа. Да, рыбка есть. Однозначно. Вон, смотри, глубина, видишь? Сразу грузило пошло. Оп, ты, сошел. Да ты что? Да, он ушел. Белая рыба, ясь был. А там второй кто-то сидит. Налимчик. А там кто-то третий сидит. Да ты что? Ну, ясь. Да ну нафиг. На первом поводке ясь тоже был. Офигенно, вообще, да. На первом поводке тоже язек был. Это ясь, ребята. На первом был, ушел ясь. Я прям видел. Вон, блин, до сих пор. Все, ушел. Да, вон чешую оставил. Мелкий засранец. Налимчик. Ну, в общем, рыба-то тут ходит, братан. Ну да. По мелях, на мелях. Так, сейчас попробуем его аккурат. Блин, язек первый ушел. Короче, ясь был. Жалко пацанов. Этих-то засранцев не жалко, а вот эти-то вырастают. 3-4 килограмма у нас. Мы стараемся отпустить. Да. Если получается, конечно. Ну, налимы, ребят, глотают. Вроде нормально. Ну. Давай, брат. Ага. Короче, 3 крючка, 3 сработки. Блин, офигенно. Ну опять одна только видишь, домка. Смотри, самый береговой, понял. Как так? Вот тебе и мель. Видишь? Никогда не надо стесняться мели. Конечно, ты уже много раз говорил в фильмах. Да. Всегда на мели только. Что, заряжаемся? Да, Отпускаемся? конечно. Все будем... Интересно. И можно переставить, если хочешь. Сколько-то. Вот так вот вдоль берега можно еще пару строить. Так, ну вот какое-то понимание, да? Хотя, опять же, Андрюш, смотри, вон. Там тоже загнутый. Да, там тоже загиб, да. Угу. Там загиб. Посмотрим, брат, чуть-чуть. Давай. Вот первый такой же язек был. Ну, это не есть, конечно. Ну да, это не ясь, это язек, ребят, конечно. Да. Ну, зимой как бы прикольно. Да. Прикольно. Понятно, что с него ничего не сделать там. Пожать он костлявый. Засушить, да, возможно, но опять же зима у нас минус 33, какие там сушки. На котлеты, да, пойдет. А так вот, засранец. Он, кстати, хищник тоже, он малька давит. Вообще нормально. Ну да. Ну вот, такая рыбка. Я понял. Работает, брат? Черви. Вытащил. Молодец. Пошло, да? Нет, там коряги, братан, капитально. Но рыба есть. Блин. Да что вы, блин, а? Вот сейчас такой период будет. Вот эти шнурки, они будут надоедать, ребята. Кто Заклевать, да. налимами занимается, тут понимает. А так не объяснить. На самом деле. Вроде должен уже отметаться. Сейчас отметается крупный, начнешь жрать, как страшный. То бишь он даже может вот этого сожрать. Это легко вообще. Да. И как бы, блин, стараемся. Сломал крючок. Блин, не знаю, давай с наколкой поживи. Выживешь, не выживешь. Крючок какой-то говно попался. Все. Вот, кстати, вчера не тревожит, да? Смотри, Да, не здесь обгладывай. нормально, слушай. И на первом тоже что-то было. Рыба была. На том, который зацеп был. Ага. Налим, скорее всего, ты понял. Ну, хулиганов у тебя тут много, я знаю. Ребят, 2 комбайна, что? Олег правильно все поставил, хотя и в ночь, да, братан? Вчера ставили. Вся бровка рабочая. Этот вообще береговой. 3 рыбы на крючке было, сход был. Следующий. Тоже 2 рыбы. Там завел. Налимчик, скорее всего. Оторвали мы там. И дальше нифига. Ну, у нас там 2 загиба. Пойдемте посмотрим. Короче, Олег, под избой рыба есть. Ну, хорошо. Рыбы есть, рыбы много. Только ловить надо уметь. Да, есть там загнутый у нас. Да, пойдем всех начнем. Кабан, ребят, не загнутый, но какая-то рыбка есть. Вот на втором поводочке. Хотя он не загнутый был. Но даже на третьем. На последнем. Ага. Блин. Ай.
Олегович тут выкормил тут пацанов, блин. Да. Ну, на год будет что. Молодежь есть, значит есть пацаны крупненькие. Ай, молодцы. Третий налимчик у нас не крупный, ребята. Сразу насаживаешь, сразу быстренько давай. Да, сейчас тут мороз, ребята. Чё мы скажем? Да ничего не скажем, чё. Чё, будем ставить, да? Смотри, обеденный, братан. Ну да, есть такая хуйня. И матерись, дети смотрят. Понял? Ну вот, видишь как. Ух ты. Опять малышок. Такой малышок, ужас. Ну, верховья свистел, короче, пацан. Да? Ну, блин. У вас такие, наверное, не ловите, да, если честно? Попадается, слушай, ну у тебя их много, смотри. Ну, Значит, если крупный налим. есть, конечно, Ну, мы Андрюш. сделаем весной сюда, братан, в марте. Да, да. Красиво. Я буду тебя ждать очень сильно, если честно. Я не знаю, вот что сейчас, как вот его. Ноги там тоже типа, вот типа, налим, ребят, смотрите, у него... Что они, комментарии могут сказать, что? Не рыбачь тогда. Ну типа да? Ну, я так думаю, видимо. Ну Вот. типа вообще ничего не делай, Ну да, Си- ничего не делай. Ну вот, ты спас его, дай бог. А что си- потом делать? Сиди дома, смотри, все объедено. Ну это хорошо. Что-то даже непонятно было. Ну спуск такой хороший, да? Ну, в общем, ребята, все, прибыли до лагеря. На комбайнах очень много налимчика. Я половину не снимал, ребят, потому что камера замерзает. Опять по 30-ку давит. Блин, сегодня ночью было 33 градуса у нас. Ну, для многих это не мороз, но после того, как было минус 3 всего, это, конечно, перелом такой хороший. Береговая зона, ребят, по Изю. У нас комбайн сработал там вообще. На 3 крючках было, но все сошло. И много было сходов именно, что пустые крючки. Потому что надо рыбачить, не надо как бы там ставить. Ну тоже не все получается. Да и приехал, ребят, я познакомиться с парнями. Как бы побывать здесь зимой. И, в общем, много планов с Олегом, потому что с Олегом в дальнейшем будет очень много рыбалок у нас по Харюзу. Сейчас это будет март, это самый пик, ребята, сами знаете, рыбалки. Не знаю, как где-то в каких-то регионах, но у нас сейчас глухозимье. Четко все, четко. Все в тему, ребята. Базар ноль, может, кому-то не зайдет такой контент, как бы там кому-то там все жаждут кучу рыбы, но здесь, ребят, немножко не так. Здесь сейчас немножко мы ждем, переждаем. Наверх поднялись, шуганулись там, буранулись, и я говорю, нет, Олег, давай не будем тратить время. Вот этот, как вчера, говорю, давай побережем просто силы и червей. Зачем? Просто так отпускать их не надо. Красота, ребята. Красота. Вечерний мороз. Все, загнали. Покатался на Ямашке. Ну, что скажу, ребята, аппарат, да, базара, ну, миллион денег, что говорить там, больше миллиона. Ну, конечно, дури до хрена. В общем, топим баню, ребята, у нас сегодня банька, рыбка. Олег закоптил рыбу специально для бани. Все нормально, вроде генератор у нас работает. На Ямашке покатался, блин, аппарат, конечно, хорош, вопросов нету. Все, ребят, ладно, давайте раздеваемся. Ну, блин, и такая рыбалка, блин, я в принципе понимал. Просто разведка, как бы просто тупо разведка. Можно было ехать просто без рыбалки. Но показать тоже охота, ребят, вам. В дальнейшем будет все лучше. По-любому. Банька, ребят, промерзла. Пытаемся
воспламенить ее надо прогреть сначала. Короче, кочегарим. Кочегарим, ребята. Сегодня баня, ребята. В бане также свет горит. Все дела такие палате. Баню молодцы сделали. Короче, кочегарим, ребята, его. Восстанавливаем, потому что, ну, давно здесь никого не было. Стены промерзли. Вот, в общем, даем жару. Даем жару. Ребята, добрый вечер. В ресторан приплыли. Сегодня у нас афганский казан перед баней. Сегодня блюдо от шеф-повара. Да. В общем, как бы я ничего, ребят, не делал. У нас Сергей Батькович в аккурат уже накромсал лучочек. Готовим мясо. Мясо какое, Серый? Мясо нежное. Я понял, нет, а что? Свинина, Свининка. которая еще недавно ходила здесь по лугам. В общем, ребят, что, все по крупненькому делаем. По-мужски, как говорится. Так что, что? О, у нас, кстати, Олег Байкович спрятался за холодильник. Братик, давай маслица, что, и погнали. Легко. Сейчас начнем, ребят, затаривать. В общем, ну, здесь, что мне нравится вот эта штука, что здесь никакой вообще кульминации не надо. И что ты там положил, раньше, позже, все. Пучка, ребят, на дно, мясо. У нас еще немножко мяса. Сейчас закроем помидорами, слоем. Серый нарезать. Короче, это у тебя получается будет шурпа. Верно. Совершенно верно. Понял? Сергей Бачков, совершенно верно. Шурпа. Но шурпу делают еще болгарский перец добавляют. Я подытожил. Он же спросил же, нет у нас. Так как мы его не взяли, Обойдемся чесночком. добавим, Чесноком. А лишние головки лука. да, Вот так. добавим апельсин. Можно, в принципе, почему бы нет. Потому что какая-то это- Бля, дорогого стоит. В общем, ребята, Серега чистит картошку одной из линий, чтобы вы понимали, как бы вот одной. Ну так и получилось, смотри. Я получится, подожди. Ну давай еще одну сделай, пожалуйста. Какие у меня молодые разводят. Не разводите как лоха. Не, смотри, ну тут реально как бы Да, одна. лайфхак, говорит, сделай, я ему почистил одну. Ну, покажи. Серега, А давай. блядь, не получилось, давай Да третью. ты скажи, что у нас А картошки потом скажешь, нет. уже все хуяк и Скажи, всё что готово. картошки нет. Все, ребята, поперчили, посолили, каких-то там забег покидали. Ну что у пацанов было, все добавили. Прям все добавили, ребята. От души просто, да, брат? Да, души. Кусок масла. И добавили вместо воды минералочки еще. Это вот красная нота. Все, ребят, на час забываем. На час забываем. Загрузили, ребят, казан. Ну там часик пускай шипит. Мы в баню. Сергей Байкович сегодня меня попарит. Все, уже запарили ведники, ребятки. Красота. Все. В тайге, ребята. В тайге будем балдеть со света. Все, погнали. Погнали, ребят. Мощно, ребята, мощно. Погрелись просто от души. Протопили все-таки мы эту баньку. Добились. Фух. Серега вообще классно попарил. Вообще класс. Я очень люблю баню, ребята. Очень. И именно вот такую жаркую люблю. Прям вообще. Для меня кайф вообще. Но в снег не подаряем, потому что у нас снежок свой был. Серега, короче, подкидывал снега на тело. Там, ну, то бишь, своя тема. 1000 иголок. Ну, кто вообще занимается такими делами, вот, как бы, ну, ныряет в снег, там, туда-сюда, закаливается. Тут понимаешь, что когда выходишь, 1000 иголок в тело. И это такое своеобразное движуха. Я не знаю, ребят, как мне объяснить вам, как передать это, все эти эмоции. Вот, чтобы вы понимали, там за дверью там просто река, обрыв, тайга. И я в бане.
со светом, со всеми делами. Блин, ну круто. Если есть возможность такие места посетить, ребята, делайте вещи. А если кто хочет, можно приехать к Олегу. Пишите мне в ВКонтакте, ребят. Я вам устрою такие праздники вообще. С рыбалкой, без рыбалки, вообще без проблем. Олег отвезет. Ссылка в ВК на группу, ребят, в описании. Так что затягивайтесь. Я там со всеми держу. А когда выходишь, ребят, с предбанника, вот так вот все прилипает. Да. Холодно. Ну ничего. Ребятки, зашипели. Зашипели наши братцы. Все, готовится. А после бани, ребята, Олежек, чем угощает? Ребята, это хариус, копченый хариус. Это благородная рыба, не знаю, на северах вот такая рыбка ловится. Вот у нас достойная. Хороший хариусок. Олег говорит, закоптил специально, ребят, к бане. Красота. Под пиво, ребята. Ух, бомба. Смотри, что делают это. Смотри, что делают. Огонь. Ну вот так, друзья, мы заканчиваем второй день. Второй день пребывания в тайге у ребят зимовье. Насыщенный день получился. Прям такой своеобразный. И покатались, и немножко порыбачили, и подзамерзли, и потом сразу хорошо согрелись в бане. Попили пиво, вкусной рыбы копченой. Ну и под вечер прям шурпа насыщенная, такая мясная получилась. Прям скрасила наше настроение. В общем, отдыхали, высыпались. Завтра сборы домой. То бишь, он такой же, что ни на есть, важный, как и приезд. Надо ничего не забыть. Все комплектовать и добраться без происшествий до дома. В общем, до завтра. Доброе утро, ребята. Ну что, вторые сутки на кордоне. Сегодня ночью было еще холоднее, ребят. Блин, вообще, печки топили. Ну, в общем, все нормально, все справились. Солнышко, красота. К сожалению, ребят, сегодня выезжаем. Как не было бы хорошо. Но когда-то всему приходит конец. Соответственно, и сегодня мы домой. Да, 2 суток мало, потому что дорога забрала, ребята. Целые сутки, грубо говоря, целый день. Немножко недопонимания осталось какое-то, но ну круто, ребята. Блин, вчера баня, рыба копченая. Блин, вообще красота. Ребята вообще адекватные, четкие. Так познакомился, так все круто. Потихоньку начинаем собирать, ребят. Всяко разно. Так что с добрым утром. Морсик, это хорошо. Угу. Вкуснее это как с красной смородины, по-моему. Или... Так, ребят, ну что, все, марафет навели. По избе, по бане. Все убрали, чтобы все четко было. Помыли посуду. Все классно. Сейчас заправляем Ямаху и с Олегом идем на проверку. Ну, как есть, ну, будем сниматься уже, все. Будем сниматься. Посмотрим, кстати, вчера 2 комбайна прям порадовали, они там прям стоят так интересно. Изёвая тропа там как будто бы. Донки вчера не проверяли. Ну, сегодня, в общем, снимаем, сейчас посмотрим вообще. Есть какой-то понт, нет. Понт есть в любом случае, но относительно того, что сейчас время, ребят, такое. Сейчас куда ни поедете, хоть в Верховье, хоть на Зове, как бы очень плохо. Давайте начнем.
просто, да? Ну да. Железка аккуратно, да. А вон же есть чупак, что-то. Подложим быстро, вот. Я вижу. Я понял. Погнали? Наши городские. А потом городские наши. Если что. Рыбка хорошая. Слушай. Или здесь не одна, блин, смотала. Молчага. Блин. Смотри, он все запутал. Ну да. Пускаем. Ну, конечно. Комок, блин, а. Здесь комбайн запутал. Засранец, блин. Вчера вот донки не проверяли, ребят, потому что как бы загиба не было. Ну вот на каждом крючке, смотрите, сидит. Но это местного Олега, пацаны. Ну к весне подрастут немножко. Братан, четко вообще. Вообще шоколадно. Зацепился он вообще классно. Ну, смотри. Черный, ямочный, да? Да. Все, домой его. Засранец. Все, вот так, ребята, понимаете, да? В мороз делается все это дело. Пойдет, пойдет, пойдет. Все, заканчиваем, ребят, с участком. Ну что у нас вот? Много налимчиков, очень много. Олег сейчас достает, вот он почти на каждой донке. По белой рыбе нифига, ну правда один береговой вчера показал, там езей, и все. Ну погода, ребят, погода ломанула, сломала. Мы не уезжали в такую погоду, даже не поехали. Это просто секс, заниматься в такую рыбалку. Я до 25 не выезжаю. Это и техника, ей тяжело. Самому тяжело, да вообще это, блин, в такую погоду лучше нафиг не выезжать. Как бы там до 20 было, ну а что-то видите, как поменялось все, и 30-ка с лишним, блин, просто промерзает. Вот, а 130, ребят, что осталось, смотрите, кое-как выдалбливаешь ее. Это точно не комбайная рыбалка, не жилищная. Ну, такие снасти, блин, которые постоянно надо в воде, там что-то руки там держать. Короче, штук 10 налимчиков, здесь пару изенков. Ну все, вот такая, все малыши. Не время, не время. Ладно, дособираемся, что. У нас там еще точка на яме. Может там что будет. Жалиться точно не сработает. Тут, ребят, тоже оставляли жерлечки. Ну, тут две штучки у нас, живца не получилось поймать. Ну, по нулям, жерлицы вообще в ноль. Но места четкие, ребята, четкие. Здесь весной будет рыбалка, классная. Так, сейчас собираюсь, ребят, так немножко задумался. Частенько прилетают комментарии. Вот, Андрюха, ты что-то, ну, не ловишь там туда-сюда. Что-то там все, вот это палатки, печки там у тебя. Ну, я много могу сказать, ребят, что местные смотрят и немножко понимают, какая у нас рыбалка, и есть какие-то ориентиры. Я же не какой-то там прям мастер там по рыбалке, но я очень много времени отдал, ребят, этому, и у меня есть какое-то понимание, вопросов нету. Я могу зимой сориентировать, могу летом, могу осенью, могу весной, и сказать, что здесь будет рыбалка или не будет. Но опять же, ребят, это каждая рыбалка, это какой-то опыт, правильно? Ты только этим и нарабатываешь все какие-то успехи или неуспехи. Ну, вообще, каждая рыбалка, ребята, она разная. Вот ты вот выезжаешь, допустим, постоянно на жерлице, но она постоянно разная. Погода, что-то еще.
И там ты где-то нарабатываешь, и ты берешь, ага, в следующий раз я так не буду делать. В общем, и сейчас в последнее время тоже писали там, Андрюх, типа, ну а что ты вот гоняешь, вот у тебя точки там свои, а почему не выше, вот дальше по реке попробовать. Вот я сейчас, ребят, нахожусь от 70 километров своих точек, чтобы вы понимали, и как бы разницы в принципе нету, Но я знаю, что будет рыбалка, ребята, но в определенный момент она будет хорошая рыбалка. Будет, ну как хорошая, для кого-то может не хорошая, но так можно выхватить, ребята, немножко можно хапануть. И на все будет клевать, и я знаю где, и как, и почем в Одессе берут, как говорится. И сегодня у меня такая же была разведка, ребята. Я, в принципе, вообще никак ни чем-то там не сожалею, что там у нас не получилось. Это все четко, ребята. Так должно быть вообще, в принципе. Что мы просто, для меня лично это была разведка, вообще в общем. Познакомиться с ребятами, что-то там у них подознать, туда-сюда. В общем, ребят, вот так все нарабатывается, и с каждым годом ты мудрее, там, старее становишься и матерее по рыбалке. Вот сейчас на викинге катаются, ребята. Это для меня все равно какая-то практика. Я собрал участок, братцы. Все. На этом закончилась у нас вся тема, вся экспедиция. Морозная получилась, капец какая, тяжелая. Дорога и все это прочее очень тяжело. И опять же это какая-то, как-то тебе в душу, ну, в тебе же как-то откладывается. Все, ребят, поднимаемся к избе. Там у нас уже парни все таскали. Будем паковаться, будем уезжать. Как ни крути, но как-то так. Я показываю, ребят, такие рыбалки, потому что, ну, это правильно. Люди смотрят со стороны, понимают и как бы и тоже для себя чего-то берут, потому что, ну, покупал ты там снежиков, там что-то еще и будешь там двигаться, рыбачить. Нет, надо немножко есть понимание. Все это зависит от природы, от погоды. Я всегда это говорил и буду говорить, что рыба живет с природой. Она не может быть каждый день клювать, она не может. Она может долго вообще не клювать. А может где-то не клювать, а там будет клювать, понимаете? Ребята поползли до дому, 30 километров ходом на буранах, еще много на машине. В общем, выезжаем, ребят, с лесом. Круто побывали, круто, вообще без вариантов. Вот так вот. Шагаем потихонечку. Сейчас нормально, буранка пропилена, замерзла. Только ехать, только ехать. Добрались мы до места дислокации, с откуда начинался наш поход. В общем, это гараж у Олега, теплый. Вот так, ребята, как-то так. Я не знаю, я, наверное, ничего не буду говорить. Вот сегодня прям просто промолчу, наверное. Пишите просто, что вы думаете по этому поводу. Блин, это было круто. Это было мощно, это было по-своему, это было по-мужски. Всем мира, ребята, на связи. Пока. Все, теперь дорогу знаешь. Рады всегда. Конечно. Мы тоже рады вам. Если что, да?
Сели? Да, конечно, Андрюх. Звонок от тебя первый. Договорились? Да, понял, слушал. Всё. Погнали. Мы, короче, едем на дальняк. Тебе респект, братан. Я тебе уважаю, пиздец как. Вот смотри, тоже есть респект. Андрюш, смотри, вот мы тоже приехали на таком эскорте. Ну, правда, беспонтовый. Алена Викторовну сейчас поднимем. Давай, Андрюш, смотри, мы не сидим, 100%. Здорово, Андрю. Как так вот? Я Дима. Я Галя. А вот это Галя? Галя? Это видеоблог. Это как ты? Двоюродный брат у меня. Двоюродный брат. Вот у него супруга. Они такие четкие, ты даже не представляешь. Офигенные. Ну, увидимся когда-нибудь. Да. Я их привезла сюда, если что. Да, собаки дырявые. Я рулила. А через 100 раз хочу тебе сказать. Смотри, мы приехали к моей теще. Вот это у меня Алена Викторовна, вот это сестра родная. Вот смотри, какие ништяки кушаем. Как и вы любите, короче. Смотри. Наша крестница, племяшка, Да. Маля. Так что, Андрюх, давай. Дай Бог вам всем здоровья, вашей семье. А особенно мамка у тебя вообще хорошая. И хотя я не видел ни разу ее, но я по своим понятиям думаю, что вообще четкая. Лариса Юрьевна, тебе тоже респект. Я вижу, что ты готовишь, пипец как. Так что вот так. Как-то так. Чтобы у нас все было и ни хз за это не было. Своей семьи вообще четко. Посмотри, тоже у меня тут теща с тестем здесь живут. Они им много лет очень, они вообще классно. Они такие тоже. Тесть у меня вообще охотник, он куниску очень любит ловить. Блин. Ему 74 года сейчас, что тебе понятно было, он вывозит еще до сих пор. А я, соответственно, такой же, в принципе. Ну, мне еще мало лет, в принципе. Совершенно, я так думаю, что может 74 года я не смогу это сделать. Но, по крайней мере, вот, смотри. Ну, классно. Вообще классно. Классно. Посмотри, собачки мои, которые она нифига не вывозит. Тоже, как и ты, 500 корыт. 500 корыт. Но она нихуя не может по снегу ехать. Как-то так, братан. Братишка. Респект тебе и уважуха. Я тебе говорю, я просто болею уже тобой 100%. Давай дружить, и будет хорошо. Все хорошо будет. Вот тут так мы и живем. Конец поселка. Это у нас типа дачи. Да. Как ты любишь? Вот так вот, Андрюх. Как ты любишь? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, колокольчик. Лайки. Просто я залайкую тебя. Еще. Колокольчик тут. Да.